За преступлением всегда следует наказание. В Алекминске сотрудники транспортной полиции раскрыли крупное хищение. Злоумышленники похитили компьютеры и бытовую технику на сумму более 300 тысяч рублей. Как нашли преступников, узнал Александр Колмогоров. Преступное посягательство на грузы – специфичное направление. Факты хищений на крупные суммы единичны. Сегодня из 10 зарегистрированных краж 7 раскрываются. В конце сентября в речной порт Алекминска прибыл контейнер, который предназначался для одного из предпринимателей города. Но груз не дошел до адресата. Злоумышленники похитили из контейнера компьютеры, телевизоры и другую оргтехнику на сумму 307 тысяч рублей. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудниками отдела по борьбе с преступным посягательством на грузы была установлена причастность одного из руководителей транспортного комплекса речного порта города Алекминска, который совместно с подельником в ночное время суток совершил хищение данного контейнера. Особенность расследования таких преступлений заключается в том, что в круг подозреваемых попадают все лица, которые так или иначе контактировали с товарно-материальными ценностями, от экспедитора до персонала склада хранения, имеющего доступ к грузовым накладным, а значит, владеющим информацией об особо ценных материалах. Так произошло и в этом случае, когда работник грузового причала узнал из накладных о содержании прибывшего контейнера. Каким образом взломали, с кем? Трубой, кусочком, который я нашел на такелажке. Дальше какие ваши были действия? Ну, залезли, повытаскивали, здесь сложили. Где-то вот здесь. Потом перетаскивали туда, где задние ворота грузового района. Оперативникам транспортной полиции понадобилось около месяца, чтобы выйти на след двоих подельников. Сейчас их ждет суд. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 6 лет. А в 30-е годы прошлого столетия в Советской Республике за хищение грузов на водном и железнодорожном транспорте преступников могли и расстрелять. Александр Колмогоров, Сергей Алексеев, НВК Саха, Якутск.